Здравствуйте, дорогие абитуриенты. Меня зовут Лариса Николаевна Голойденко. Я кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. И сейчас я проведу консультацию перед вступительным испытанием по предмету русский язык. Вашему вниманию будет предложена презентация с очень важной и необходимой для вас информацией. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. В любом случае вы будете иметь возможность эту презентацию просматривать при необходимости, потому что она будет доступна в системе. Прежде всего, хотелось бы обратить ваше внимание на организационные вопросы. Безусловно, на слайде все это очень четко представлено, однако хочется это все проговорить, потому что помимо зрительной памяти у нас все-таки есть еще слуховая память, и хотелось бы, чтобы это в вашем сознании отложилось. Итак, вступительное испытание по русскому языку проводится в дистанционной форме, в виде тестирования. Экзаменационный тест включает 25 вопросов, 25 тестовых заданий. Уточним, для выполнения этих 25 тестовых заданий вам отводится 60 минут. Причем для поступающих с ограниченными возможностями здоровья это время увеличивается на 1,5 часа. Ну, естественно, при наличии соответствующих документов. На выполнение экзаменационного теста дается только одна попытка. И вот обратите внимание на то, что минимальное количество баллов 40, а максимальное количество баллов 100. В структуре тестовых заданий представлены 5 основных разделов, по которым представлены тестовые задания, охватывающие школьную программу по русскому языку. Обратите внимание, пожалуйста, на то, как нужно вам будет действовать, поскольку экзамен будет проводиться в дистанционном формате. Первый вход через логин и пароль, которые будут вам отправлены на электронную почту. При этом вам нужно будет смотреть папку «Спам». Последующие посещения сайта уже будут осуществляться под своим паролем, который вы поменяете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом, пожалуйста, обратите внимание, перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где будет видно ваше лицо и, главный разворот паспорта с фотографией, фамилией, именем и отчеством. Это общее требование к проведению дистанционных экзаменов, ну и других форм контроля. И время, еще раз подчеркиваю, время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. И у вас есть только одна попытка. Я не буду сейчас читать то, что вы прекрасно сами видите, и в этом разберетесь. Перед вами и сайт приемной комиссии, и вся аккумулированная информация, поэтому вот в частности расписание консультаций, вступительных испытаний бакалавриата и специалитета на следующий учебный год вы можете самостоятельно увидеть. Вот это расписание. То, что касается русского языка, обратите внимание, выделено желтым цветом. Консультация у нас 20 июля. Все дни доступа к экзамену вы тоже видите на этом слайде.
Далее программа вступительных испытаний. Вот обратите внимание, вот те как раз 5 разделов, которые были заявлены в качестве структуры теста в целом, процедуры тестирования. Все вот здесь требования, я на этом останавливаться не буду. Мне бы хотелось сосредоточиться на содержательной стороне экзамена. В частности, я постараюсь коротко, но доходчиво прокомментировать примерные тестовые задания. Сразу хочу сказать, что тестовые задания для вступительного испытания по русскому языку составлены в соответствии с требованиями классической теории тестирования. Что это значит? Это значит, все задания тестовые закрытого типа и включают 4 альтернативы, то есть 4 варианта ответов, из которых только один правильный. Пожалуйста, вот этот момент не забудьте, только один правильный. Я думаю, что наиболее проблемным может быть первый раздел, поскольку он касается теоретических вопросов русского языка, но вместе с тем не выходит за рамки, ну, во-первых, традиционных разделов этой дисциплины и не выходит за рамки школьной программы по русскому языку. Я привожу в качестве примера нескольких заданий по каждому разделу. Ну вот обратите внимание, первые 3 тестовых задания, они по фонетике. Понятно, что формулировки заданий могут немножечко изменяться. То есть, например, все согласные звуки мягкие в слове. Тут могут быть и звонкие, тут могут быть и глухие, и могут быть и твердые. Ну, совершенно очевидно, что проверяется ваше знание фонетической системы русского языка. Ну, вот во втором значении тоже любой звук может быть представлен в каких-то рядах слов. Поэтому здесь, безусловно, для того, чтобы это задание выполнить, наверное, будет не лишним слова произнести, для того, чтобы себя внимательно послушать и действительно определить, в каких словах есть какой-то звук или, наоборот, нет какого-то звука. Третье задание, мне кажется, немножечко посложнее, но определение звукобуквенного состава предлагается на базе небольших по составу звуковому слов. Поэтому я думаю, что особенного труда это задание не вызовет. Дальше идут примерные задания по лексикологии и фразеологии. Ну, могут быть, конечно, задания на определение значений слова в том или ином контексте. Или мы говорим об определении контекстуального значения слова. То есть проверяется ваш словарный запас. В пятом задании могут быть представлены как раз слова, которые вы видите в качестве ответов. То есть вам могут быть предложены амонимы, могут быть предложены паронимы, могут быть предложены синонимы, или вот как в данном случае предложены антонимы блондин и брюнет. То есть вот эти вот группы слов, которые отражают системные связи и отношения в русской лексике, все могут быть в тестовом задании заявлены. На следующем слайде продолжается задание по лексикологии. И вот видите, 2 задания есть по фразеологии. Обратите внимание на 6-е тестовое задание.
Здесь может быть предложено слово, которое нужно будет квалифицировать, то есть определить или охарактеризовать по-другому с точки зрения сферы употребления. Здесь же возможно задание, не очень сложное задание на происхождение слова, то есть из какого языка, допустим, слово заимствовано. И здесь же может быть вариант характеристики стилистической окраски слова, то есть какое оно, стилистически нейтральное, допустим, или разговорное, или книжное. То есть вот эти варианты могут быть, конечно, разными, и они как раз позволяют определить или оценить уровень знания вот именно системных связей отношений в русской лексике. Задания по фразеологии достаточно типовые, то есть в одном из заданий необходимо найти предложение, в котором есть или наоборот отсутствует фразеологический оборот. Тоже проверяется ваш лексикон. И, конечно, типовое задание на определение значения того или иного фразеологизма. Понятно, что фразеологизм может быть самый разный. Далее начинаются задания по морфемике и словообразованию. Ну, прежде всего по морфемике. Сначала идут, так скажем, аспектные тестовые задания на определение морфем, то есть частей слова. Вот, например, в 9, как вы видите, тестовом задании предлагается найти ряд слов, в которых окончание отсутствует. Ну, то есть вы должны в данном случае найти слова, которые не изменяются. Задание может быть варьировано в том смысле, что, допустим, в словах какого ряда правильно выделено окончание, допустим, или в словах какого ряда окончания одинаковые и так далее. То есть вариации могут быть самые разные. В 10 задании вы видите, что уже идет речь, допустим, о суффиксе. Понятно, что здесь может быть вопрос о том, в каком слове отсутствует или присутствует тот или иной суффикс. И, естественно, в таком типовом задании может быть задействована и приставка. То есть, где есть приставка, где нет приставки, какая приставка и так далее. То есть, 9 и 10 задания охватывают, как мы говорим, словоизменительные морфемы и словообразовательные в основе своей морфемы, там суффиксы, приставка, хотя нельзя забывать, что суффиксы бывают и формообразующие. Задания по словообразованию достаточно типовые. Предлагается определить способ образования того или иного слова и выбрать то слово, от которого данное предложенное образовано. То есть достаточно, мне кажется, несложные задания. Ну, понятно, что при условии повторения теории. Далее предлагаются задания по морфологии. Это следующий раздел русского языка. Вот в 13 тестовом задании вы видите, что нужно выбрать существительное, которое соответствует определенной характеристике. Вы должны иметь в виду, что в рамках этого задания могут быть представлены самые разные части речи. Самые разные части речи имеются в виду знаменательные, то есть самостоятельные. Обязательно, конечно, будет задание по глаголам. Это не только переходные или непереходные, это здесь могут быть предложены
глаголы, которые нужно охарактеризовать, допустим, с точки зрения времени или наклонения, или лица. То есть все те грамматические показатели, или, как мы говорим, грамматические категории, которые свойственны глаголам. 15-е задание уже касается разграничения, так скажем, частей речи. В частности, это разграничение наречия и слов категории состояния. Поэтому вот как раз информацию о категории состояния, пожалуйста, повторите для того, чтобы при выполнении этого задания не ошибиться. И заканчивает тест задание по синтаксису. Именно вот в этом первом разделе. Обязательно будет задание по словосочетанию. Это определение вида связи слов в словосочетании, вот как вы видите на данном слайде. Либо это может быть наоборот выбор словосочетания, который соответствует заявленному в задании виду связи слов в словосочетании. То есть, мне кажется, это практически 2 вариации, не больше. Дальше, конечно же, синтаксис простого предложения, и прежде всего это выбор предложения с правильно выделенной грамматической основой. На что здесь нужно обратить внимание? Здесь нужно обратить внимание на сказуемые, то есть где они простые, где они составные глагольные или составные именные, для того, чтобы не упустить какое-то слово. Ну и, конечно, нужно повторить вопрос, касающийся приложения, потому что, например, в этом задании, вот в ответе В, как раз здесь будет проблематично выделение подлежащего. То есть вот такой спектр вопросов. Безусловно, логично совершенно вытекает задание по определению типа сказуемого. Здесь, безусловно, прежде всего нужно повторить, какие синтаксические функции может выполнять инфинитив, потому что именно с ним всегда связаны проблемы квалификации простого глагольного сказуемого или составного глагольного сказуемого. 19-е задание будет охватывать все второстепенные члены предложения. Здесь вы видите вопрос по определению, естественно, может быть и дополнение, может быть и обстоятельства. То есть, с одной стороны, теория теорией, а с другой стороны, скажем так, с главной стороны, это ваша способность, ваше умение вот эту самую теорию реализовывать на практике. То есть находить то, что требуется. 20-е задание касается разграничения двусоставных и односоставных предложений, в частности видов односоставных предложений. Вот повторите и назывные, и особенно глагольные односоставные предложения. И, пожалуйста, помните о том, что вот как раз инфинитивы могут выполнять самую разную синтаксическую функцию, и в связи с этим, да, могут возникать определенные трудности при определении односоставных предложений. Следующее задание посвящено синтаксису осложненного предложения. Совершенно очевидно, что кроме обращения предложение может быть осложнено другими компонентами. То есть вы должны это очень хорошо знать, и обособленные определения, обособленные
обстоятельства, и вводные компоненты, и вставные конструкции. Ну, междометие это очень просто, поэтому междометий не предполагается в экзаменационном тесте. Но задание будет построено примерно так. То есть осложнено, ну, скажем, кстати, еще однородные члены, да, предложения. То есть осложнено чем-то, но и другая вариация может быть задания. Не осложнено, то есть найдите предложение, которое не осложнено, например, обособленным определением. То есть такое задание, скажем так, от обратного. И завершать, безусловно, вот этот вот первый раздел по теории языка будет задание по синтаксису сложного предложения. Вариации здесь могут быть самые разные. Здесь может быть и нахождение сложно подчиненного, и сложно сочиненного, бессоюзного сложного предложения, и предложения с разными видами связи. Поэтому, безусловно, от вас будет требоваться повторение синтаксиса сложного предложения. Также могут быть задания, если это касается сложно подчиненного предложения, на определение придаточной части, вида придаточной части сложно подчиненного предложения. Вот следующие разделы, которые будут отражены в экзаменационном тесте, я не стала представлять именно в виде конкретных тестов, а решила в таком обобщенном виде охарактеризовать задания, которые могут вам попасться на экзамене. Раздел 2 охватывает вопросы текста. И вот вы видите на слайде, что здесь могут быть и задания на определение средств связи предложений в тексте, и задания на определение функционального стиля и типа речи, и по отдельности, и вместе, то есть одновременная квалификация, то есть будет даваться какой-то текстовый фрагмент и соответствующие задания. И, пожалуйста, повторите средства художественной выразительности, это тропы и фигуры речи, или стилистические фигуры их еще называют. То есть будет предложен какой-то небольшой фрагмент, в этом фрагменте будет выделен либо троп, либо какая-то фигура, и вы должны будете выбрать из предложенных ответов правильный, то есть квалифицировать, что это за троп, что это эпитет, сравнение, метафора, метонимия, перефраз или там фигура, допустим, антитеза, анафора, инверсия и так далее. То есть, конечно же, нужно это повторить, безусловно. В 3-м разделе проверяются ваши знания и умения в области культуры речи, но, безусловно, практического характера. Поэтому вот 4 типа заданий. Это выбор предложения, в котором есть или нет грамматическая или речевая ошибка. То есть вы должны понимать, что такое грамматические ошибки, что такое речевые ошибки, какими они бывают. Здесь будут задания на определение правильного или неправильного лексического значения слова. Это естественно. То есть здесь 2 вариации могут быть. Скажем, дано слово и несколько значений. Выбрать правильное или неправильное. Или наоборот, дано значение слова и несколько слов. То есть вот такое вот соотношение между словом и его правильным значением. Далее задания на определение слов, словосочетаний или предложений, в котором есть грамматические ошибки. И последнее задание все-таки, ну, оно может быть у вас и первым, потому что программа будет, естественно, перемешивать эти задания, по акцентологии, то есть в каких словах или в каком слове ударение поставлено правильно или неправильно. Сразу хочу сказать, что вот 2-е, 3-е и 4-е задания ориентированы на задания, которые предлагаются и вот предлагались
в рамках ЕГЭ по русскому языку. Они достаточно типовые. А по орфографии и пунктуации разнообразия в заданиях нет, поскольку само содержание заданий не такое простое, поэтому и форма не должна быть сложной, скажем так. Поэтому по орфографии это выбор слов, написание которых соответствует требуемой орфограмме. Ну, например, в словах какого ряда пишется буква «и», или в словах какого ряда представлены единицы, например, с непроверяемыми безударными гласными в корне. Ну, вот такого типа. А по пунктуации, да, здесь, конечно, нужно будет внимательными быть, потому что нужно найти предложение, выбрать предложение, в котором либо есть, либо нет пунктуационной ошибки. И понятно, что здесь, вот в эти задания, так же как в орфографии будут заложены все орфограммы и все орфографические правила, которые изучаются в школе, также и в пунктуации заданиях будут заложены все пунктуационные правила, которые изучаются в рамках школьной программы. Ну вот обратите внимание на контакты. Вот имя, отчество и фамилия мои. Вот моя электронная почта. 20 июля вы можете писать мне непосредственно, обращаться ко мне с вопросами. Просто сразу хочу сказать, что весь день, безусловно, я за компьютером сидеть не буду, но в определенные промежутки буду, естественно, выходить на связь и постараюсь ответить на ваши вопросы таким образом, чтобы не наговаривать вам какой-то теоретический или практический текстовый материал, потому что его вы должны, ну, во-первых, знать, во-вторых, повторить самостоятельно. Скорее всего, наверное, с 9 утра до 6 вечера вот вы можете мне писать на электронную почту, и, наверное, дважды вот в этот период я буду выходить на связь. Вот обратите внимание, здесь электронные адреса вам необходимы, и последний номер телефонный, вот 287 99 99, все организационные вопросы вы можете задать по этому номеру телефона, вам на них ответят и вас проконсультируют. И последнее, что я должна сказать, что обязательно вот в конце консультации будет пошаговая инструкция сдачи вступительного испытания для того, чтобы у вас не возникли чисто технические проблемы. На этом нашу консультацию я завершаю. Хотелось бы пожелать вам удачи и при необходимости обратиться к таким пособиям, к таким учебникам, которые, наверное, вам помогут подготовиться к экзамену. Прежде всего, это любой справочник для абитуриента, автором которого вот этого справочника является Дитмар Ильяшевич Розенталь, любой вариант, но там, где есть, конечно, много теории. Потом учебник Веры Васильевны Бабайцевой «Русский язык. Теория». Есть 5-9 класс, есть 5-11 класс, здесь как бы проблем нет. И, конечно, нужно посмотреть самые разные школьные учебники по русской словесности, для того, чтобы раздел текст и культура речи все-таки были у вас на высоте. Всего вам доброго, успешной сдачи вступительного испытания по предмету русский язык. До свидания.
Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.